За этим рукопожатием возможность найти пути решения сирийского конфликта. В состав Комитета национального примирения, который был создан в первые месяцы начала конфликта, входят члены оппозиционных партий, политические и общественные деятели. Приветствуя гостей, Рамзан Кадыров заявил, внутренний конфликт в Сирии давно вышел за рамки только этой страны. В первую очередь хотим принести слова соболезнования. Не наслышке знаем, что такое убийство, разрушение, беженцы. И поэтому разделяем ваши трудные дни. И сегодняшняя ситуация – это ситуация нашего народа. Мы стараемся где-то как-то участвовать, помогать. Мы ведем переговоры со всеми. И наши представители встречались со всеми оппозиционными группами. И хотим, чтобы, дай Аллах, по-быстрому завершилось военные действия на территории сирийского народа, чтобы народ вернулся в новую экономическую, социальную, защищенную жизнь. И наш президент Владимир Путин для этого делает все, и российский народ, в частности, чеченский, поддерживаем его во всех его начинаниях. Представители комитета отметили, Рамзан Кадыров не понаслышке знаком с методами борьбы с международным терроризмом. За короткий срок ему удалось навести порядок на территории Чечни и сохранить целостность России. Опыт Чеченской республики сегодня перенимают во всем мире. Мы приехали в Чеченскую республику по двум причинам. Во-первых, мы считаем, что Чеченская республика – это важная часть, составляющей Российской Федерации, и хотели бы одновременно через вас передать слова благодарности президенту Путину. Те же слова, которые уже выразил президент Асада во время своего визита в Москву. Большое спасибо России и российскому народу. Вторая основная причина нашего приезда к вам – это мы знаем исторически, какой роль чеченский народ, Чеченская республика сыграла и играет в Российской Федерации, а также мы знаем и смелость, и благополучие сегодня в Чеченской республике, и много мы знаем о вас лично, о ваших достижениях. Гости отметили, несмотря на то, что на территории исламской страны в рядах экстремистов сегодня воюют и выходцы из Чечни, сирийский народ понимает, что Чечня решительно осуждает действия террористов, какой бы национальности они ни были. И мы еще хотели передать сигнал нашему сирийскому народу внутри страны и всем народам за границей, что присутствие нескольких боевиков, террористов чеченской национальности, это абсолютно не означает, что они представляют чеченский народ, и мы пришли это вам говорить именно на чеченской Даже земле. не являются чеченцами. Они говорят просто. Гости также отметили особую роль президента России Владимира Путина в борьбе с близким государством. Благодаря российской авиации за столь короткий срок уже удалось добиться хороших результатов. Под ударами российских самолетов боевики несут ощутимые потери. На сегодняшний день уже удалось освободить от террористов ряд стратегически важных районов Сирии. Мы знаем вашу роль в усилении позиции Российской Федерации по Сирии. Сирийский народ поддерживает решение президента Путина об оказании военной помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом. И мы, конечно, все члены нашего комитета уверены в том, что параллельно и после военных действий мир может установиться на сирийской земле только путем мирного урегулирования и переговоров. Впервые оказавшись в Грозном, гости были поражены темпами восстановления послевоенной республики. Господин президент, вы близкий человек к президенту Путину. Наш президент Башар Асад тоже близок к Путину. Мы тоже ждем от вас хорошие поступки, которые могли бы облегчить участь нашего народа сирийского. На протяжении 5 лет идет война, это та война, которая была и в Чечне. Поэтому мы хотели бы воспользоваться моментом, узнать, какие бы шаги могли бы помочь нам выйти из этого положения. И просим Всевышнего вам долгих лет жизни и просим вас принять наше приглашение посетить Сирию, который вас уважает и ценит.
Делегация поблагодарила Рамзана Кадырова за активную поддержку действий президента Владимира Путина, а также напомнила, сирийцы и чеченцы имеют общую историю. Весь арабский мир и мусульманский мир помнит тот черный день, в котором руками террористов было покушение на жизнь национального лидера с мировым именем Ахмад Хаджи Кадирова. Как вы знаете, муфти Сирии, шейх Ахмад Куфтаров покойный, называли всегда Ахмад Хаджи аль-Шейх аль-Раис, шейх-президент. Гости отмечают, несмотря на то, что сегодня они представляют внутреннюю оппозицию, они решительно выступают против военного вмешательства западных стран и США в вопросы внутренней политики Сирии. Мы, как знаете, представляем внутреннюю оппозицию, и у нас различия с внешней оппозицией. Как вы знаете, внешняя оппозиция, зарубежная, она просила Запад вмешиваться военным методом в свержение власти в Сирии. Мы с этим, конечно, не согласны. Мы, конечно, требуем реформирования политической системы в Сирии. Там большая коррупция. Надо реформировать и военную организацию, армию, правоохранительных органов. Возвращаясь к вопросу участия выходцев из нашего региона в рядах и близкого государства, Кадыров заявил, что эти люди не представляют чеченский народ. Их даже нельзя назвать чеченцами и мусульманами. Он напомнил, что Чеченская республика не понаслышке знает обо всех тяготах войны. В недавнем прошлом на территории региона в рядах террористов воевали представители нескольких десятков государств. За установление мира тогда погибли десятки тысяч чеченцев. И ни одна страна не пришла России на помощь. Мы сами боролись против этого зла. У нас в республике были представители 51 государства. Они были из Сирии, из Турции, Иордании, Турция, Иран, Саудия. Все. И наши люди работают в их организациях, так называемых террористических. Если мы не работали бы, если наше духовенство не призывало бы, и сегодняшняя ситуация по-другому в Сирии, не только чеченцы, и с Кавказа, с России больше было бы не 100%, а 1000%. На сегодняшний день мы оттуда вернули 47 إلى هذه اللحظة نحن أعدنا 47 شاب إلى بيوتهم من سوريا. Главное не наша работа, главная работа сирийского народа. Если мы будем ждать, что кто-то приедет и наведет порядок, это самое ошибочное. Ахмад Хаджи первым делом создал МВД и заявил, в Чеченской республике чеченцы наведут порядок. И что дало первый толчок Ахмад Хаджи, это тех людей, которые были обмануты, амнистировать, вернуть, ставить их рядом с собой и дальше бороться. У нас была цель, у них и у меня, это закончить войну, закончить то, что начал Ахмад Хаджи. Это основа. Потому что надо собрать ту команду, которая может уничтожить терроризм, навести порядок и поднять экономику. Кадыров заявил, единой целью для всех причастных сторон должно стать установление мира в Сирии. Искать помощи и поддержки в других странах бесполезно. Окончательное решение проблемы зависит только от сирийского народа, который должен сплотиться, чтобы дать отпор своим врагам. Глава Чечни отметил, большой ошибкой являются надежды на разрешение конфликта в столицах западных стран и Америки, которые сегодня делают все, чтобы конфликт принял затяжной характер. Ну что мы видим сегодня? Сирийские и ваши группировки к примирению. Все занимаются, ходят, ищут извне что-то. Сегодняшняя ситуация, Запад, Европа, другие арабские страны, которые финансируют, у них нет интереса, чтобы Сирия стала на ноги. У них есть свои международные разборки. И вам надо это сформировать умно и преподнести для населения, для оппозиционных там или там воюющих там сторон, и сделать так, чтобы они поняли друг друга и уступить где-то что-то. Я считаю так, это мое мнение. Ради государства, ради мира, стабильности народа. Какие бы ни были самолеты, бомбардировщики, там, не знаю, язерные, все равно лучший мир. Оппозиционно именно ваша задача должна составлять в том, чтобы найти общий язык, тогда, может быть, у нас что-то получится. Конечно, да, без военной поддержки там сегодня
ничего не получится, но это у вас есть. Поэтому я желаю вам نتمنى لكم мира, سعادة. счастья. Впереди длительный процесс переговоров. По итогам встречи стороны договорились продолжать полезные контакты. Седа Сапарова, Дагмара Касаева, Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.